Слушай. Я расскажу тебе правду. Захочешь — верь, захочешь — нет. Но это все на самом деле. Это не сон. Это все твоя реальность. Курение губит, а наркотик вены травит. Сидит мальчишка 7-8 лет. Напротив папа курит едкий дым сигарет. Пускает в легкие, выдыхает он из кашля. Туберкулезом он уже заражен. И этот школьник идет прямо в магазин. Он покупает пиво и табачный дым. Но продавщица ни слова не говорит. И на вопросы отвечает: мне же надо жить. И это правда, и ты знаешь это, что деньги сейчас решают все на планете. И государству наплевать на ваши беды. Ведь их волнует только прибыль, а не дети. А сколько наркоманов? Вы мне скажите, а все ведь только потому. Прошу, не врите, сажают только тех, кто малой масти, больших тузов крышует наша власть. А сколько взяток, сколько стоит кресло, чтобы купить себе мандат на это место. И сколько стоит вертолет, который взяли. И сколько из бюджета вы не досчитали. А сколько же страна кредитов взяла на соцпакеты, пенсии до ветеранов. Но эти деньги пошли ведь не на них, а на крутые дома и на 5 машин. Когда живем мы на гроши, мечты убиты, а им так нравится смотреть, как мы разбиты. Когда готовы за копейку отдать им душу, а вариантов больше нет. Хочу ведь кушать, а вы скажите мне, пожалуйста, что обещали, когда на выборах всех вас мы выбирали. Зарплаты выше и пенсии понадежнее, но это все вранье. И вы ведь тоже, и с каждым годом только слышно, как стало хуже. И мелкий бизнес начинают под корень рушить. Проверка за проверкой, и денег мало. Да сколько можно же нас грабить? Вы задолбали, поразрушали вы заводы, колхозы, фермы, чтобы взамен себе купить большие стены. Попродавали к все чертям, и вам не стыдно? Давайте будем же людьми, а не будем быдлом. И что я вам хочу сказать напоследок, что можно все-таки вернуть, чтоб наши дети гордились нашей страной и нашей верой. Ну помогите хоть немного, вы наши мэры. И я уверен, что наступят те времена, когда правительство заботится про тебя. И этот мир, это все твоя страна, твоя же родина, это все твоя судьба.